Dedik hülşu. Homi beşlermiden anuyla duvarhoy. Tahanvay. Yuha düçürdü. Din olun deşnih alarih han deşnih lets. Tahanvay her han deşniş amurdu. Tahanvay her han deşniş amurdu. Yazda. Yazда. Писать. Эл. Ал. Сказать. Диц. Диц. Бах. Бах. Говорить, рассказать. Ладир. 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 Слушать. Г. Г. Видеть. Хз. Хз. Слышать. В чеченском языке хаза, хаз – это еще и красивый. У нас вот такие слова встречаются, поэтому их надо, смотря мы в каком тексте это будем говорить. И будем знать, о чем мы говорим. Хаз – это прилагательное или хаз – это глагол «слышать». Хаз – слышать, хаз. Хаж – смотреть. Хаж, хаж, смотреть. Да, идти. Был у нас такой глагол, но я его еще раз взяла, потому что это очень необходимо, он часто употребляемый. Поэтому повторюсь я еще раз, расскажу об этом глаголе. Да, идти. Хинца. Салинтерхех. Ас. Ас. Ас до. Я что-то делаю. Ах до. Ты что-то делаешь. Это в эргативном падеже просклонялось местоимение. Все местоимения, то есть. Со я. А когда я что-то делаю, ас до. Ас я, ах ты. Цу он, она. Дуклинтерхех во множественном числе. Ох, мы, аш вы, царь, они. Поэтому я вас просила повторить местоимение. Это очень важно. Эти местоимения сейчас в эргативном падеже. Ас, ах, цу, ох, аш, царь. Я, ты, он, она. Мы, вы, они. Я пишу, он пишет. Ты пишешь, мы пишем, вы пишете, они пишут. Будет яздо. Яздо. Со всеми местоимениями будет одинаково. Посмотрите. Ас яздо. Я пишу. Ах яздо ты пишешь. Цу яздо он пишет. Ох яздо мы пишем. Аш яздо вы пишете. Царь яздо они пишут. Ол. Ол. Скажу. Ол. Скажу. Тоже так же. Ас ол. Я говорю. Я скажу. Ах ол. Ты скажешь. Цу ол он скажет. Ох ол мы скажем. Аш ол вы скажете. Царь ол они скажут. Дюц. Бог. Говорю. Говорю, говоришь, говорит, говорим, говорите, говорят. Ладух. Ас ладух. Ах ладух. Цу ладух. Ладугу. Написано. Ладух. Ас ладуг я слушаю. Ах ладуг ты слушаешь. Цу ладуг он слушает, она слушает. Ох ладуг. Ох ладуг мы слушаем. Аш ладуг вы слушаете. Царь ладуг они слушают. Это у нас в настоящем времени глагол в простом предложении. Но у нас в настоящем времени есть еще же вторая форма. Я вам об этом уже говорила. А давайте сейчас посмотрим,
как будет в сложном предложении в настоящего времени, когда у нас добавится вспомогательный глагол вую и так далее. Со, я, хо, ты, и, из, он, она, и он, она, и из он, она. Со я здесь ву. Я пишу. Со я здесь ю, я пишу. Девочка говорит. В первом случае мальчик, когда я сказала я здесь ву. Хо я здесь ву, и я здесь ву, и я здесь ю. Я здесь ву, ю. Содючву, содючву, содючву. Я рассказываю. Содючву, собохшву, хобохшву, и избохшву, и избохшью. Соладушву, холадушву, и изладуш. Ву и изладушью. Дукрин терхая, вы, то. Вы, я здесь жду. Шу я здесь жду, уж я здесь бу. Я здесь. Сам глагол, он и в единственном числе, и во множественном не изменился. Посмотрите. Со я здесь ву, я пишу. Вы я здесь ду. Но только обязательно со своим вспомогательным глаголом. Совую, вы то ду. Шу я здесь ду, уж я здесь бу. Они пишут. Сун, хун, цун, тхун, шун, царн. Сун мне, хун тебе, цун ему, ей, тхун нам, шун вам, царн им. Глагол видеть г. Я вижу сунго. Посмотрите, он в какой форме. В дательном падеже. В чеченском языке вот такие удивительные есть вещи. Сунго, я вижу. Ну, дословно это будет. Мне видится, тебе видится, ему видится, нам видится, вам видится и им видится. Ну, правильно это будет. Я вижу. Сунго я вижу. Хунго ты видишь. Цунго он видит. Тунго мы видим. Шунго вы видите. Царго они видят. И глагол слышать хэз тоже точно так же. Посмотрите. Я слышу. Мне слышится, мы же не говорим, мне слышится. Ну, можно в каком-то там предложении сказать. Ну, в данном случае, когда мы говорим, я слышу, сунхэз халюш, я слышу. Ты говоришь, я слышу тебя. Сунхэз, я слышу, хунхэз, цунхэз, тунхэз, шунхэз, цанхэз. Во всех лицах будет одинаково глагол, он не поменялся. Сунго я вижу, хунго я ты видишь и так далее. И в сложном предложении настоящего времени согу шву, сохез шву, я слышу. Согу шву я вижу, хогу шву ты видишь, хогуш. Ю, ты видишь, девочка, скажет женщина. И изгушву он, она видит. Тогушду,
только будет. Это понятно, это вам уже много раз я об этом говорила и говорю. Тходу, трогушду будет. Шуду, шугушду будет. Ушбу, ушгушбу. Я вижу, я слышу, ты видишь, ты слышишь и так далее. Мы видим, вы видите, они видят. Они слышат. Сохож. Я смотрю. Сохож. Вот когда я буду вам говорить о глаголах и будем новые глаголы учить, вот именно как они спрягаются, так вам надо их и запоминать. Как таковых правил, да, тут объяснить невозможно. Потому что, смотрите, глаголы собственного движения или восприятия. Сохож, я смотрю. Эсхож, вот он уже никогда не будет в эргативном падеже. Эсхож. Эс. Я делаю посмотреть, мы же это не можем сказать. Или я делаю идти. Поэтому только будет так. Сохож, я смотрю. Хохож, ты смотришь. Изхож, он смотрит. Вайхаусу, это уже во множественном числе будет. Сохож, хохож и изхож. Совор, я иду. Ховор и из вор, и из йор. Это в простом предложении настоящего времени. А в предложении в сложном будет сохожу. Я смотрю. Сохожу. Я смотрю. Хохожу. Изхожу. Суворшву. Я иду. Соёршью. Я иду. Девочка, женщина. Ховоршву, ты идешь. Ховоршву, ты идешь, мальчик. Хойоршью, ты идешь, девочка. Изворшву, мальчик. Изёршью, девочка. А вот во множественном числе глагол немножко поменялся. Тхо. Мы, шу, вы. Тхохаус. Шухаус. Тходор. Шудор. Тхохаус. Мы смотрим, шухаус, вы смотрите. Тходор, мы идем. Шудор, вы идете. Ушхаус, они смотрят. Ушбор. Ушбу, бу, сюда бор, видите? Ушхаус, они смотрят. Ушбор, они идут. Хандош яздо, ол, дюц, бор, ладур. Яздо, пишу ас яздо. Я пишу ас ол, я скажу. Ас дюц я говорю, расскажу. Ас бог я говорю. Бог и дюц говорю. Ас ладур я слушаю. Так же будет во всех лицах без изменения. В прошедшем времени ас язди, яздир, яздида. В прошедшем времени у нас несколько форм, я вам только 3 формы дала, чтобы вас пока не запутать. Ас язди. Я написал только что. Яздир, яздина. Это все прошедшее время. Писал, написал. Ас, ах, цу. Он, ты, он, она. Язди, яздир, яздина. Писал, написал. Ох, мы, аш. Вы, царь, они. Тоже так же. Ох, язди мы написали.
писали. Ох, яздир, мы писали, написали. Ох, яздина, мы написали. Аш язди, яздир, яздина, вы написали, писали. Цар, они, язди, яздир, яздина. Точно так же эли, элир, элла, дити, дитир, дицна, бехи, бехир, бехна. Запоминайте так, как они пишутся, произносятся. Во всех лицах. Ладюри. Ладюри. Я слушал. Ладюри, ты слушал. Ладюри, он слушал, она слушала. Ох, ладюри, мы слушали. Ладюри, вы слушали. Ладюри, они слушали. Ладюри, ладюрир, ладюрна. Слушали или слушал. В будущем времени. Я сдирду. Буду писать или напишу. Эрду. Буду говорить или скажу. Дюцурду. Расскажу. Буду рассказывать. Бохурду. Буду говорить. Ладу горду. Буду слушать. Послушаю. Во всех лицах. Яздирду. Буду писать. Эрду буду говорить. Дюцурду буду рассказывать. Бохурду говорить. Ладугурду слушать. Будет глагол одинаково. Он не поменяется. Всего лишь нам нужно подставить местоимение я, ты, он, мы, вы, они, либо имя собственное. Кант яздирду. Мальчик напишет или будет писать. И так далее. Кант кихт язду. Мальчик пишет письмо. Кант кихт язду. Мальчик пишет письмо в настоящем времени. Кант хам язбешву. Мальчик пишет сообщение, тоже в настоящем времени. Только это сложное предложение. Опять напоминаю, чтобы вы привыкли, потому что здесь присутствует вспомогательный глагол «ву». Кантву – язбешву. А язбеш – язда. Сам глагол, он классный. Поэтому, видите, кихт язду, кихт то язду, а хамбу – хам язбу, язбешву. Мальчик пишет сообщение. Как быть язешву? Видите? Язешву. Потому что стих. Бейтью, стих. Поэтому кант бейт язешву. Мальчик пишет стих. Бирш язду. Дети пишут. Бершду, яздешду, дети пишут. Кенти, яздешбу. Кенти бу во множественном числе. Все существительные первого и второго класса во множественном числе бу. Это третье лицо. Они бу. Кенти яздеш бу. Мальчики пишут. Теперь в прошедшем времени. Яханшхайна. Кант язди. Писал. Яздир. Писал уже. Яздину написал. Кант язди, яздир, яздина. Кант кихт язди. Кант кихт язди. Кихт яздир. Писал уже. Яздина написал.
Кант хаам яз би, кант бейт яз зи. Писал, написал. А теперь будущее времени. Хайолчхан. Йолчхайна. Кант кихт яз дирду. Кант кихт яз дирду. Мальчик напишет письмо. Кант хаам яз бирбу. Напишет сообщение. Кант бейт язирю. Мальчик напишет стих. Язирю. Нанс сюк да им ол. Нанс сюк да им ол. Östхил. Östхил. Мама мне постоянно говорит, будь воспитанным или воспитанной, вежливой, благородной. Öst. Эти все слова в этом слове. Öst. Это очень важное слово вообще для чеченцев. Das бешк бохур. Das бешк бохур. Дуакц энхил. Das бешк бохур. Или же олур. В прошедшем времени, видите, уже, да, ра добавилась у нас. Знакомо вам уже, что в прошедшем времени у нас добавляется окончание ра. Das бешк бохур. Или das бешк олур можно тоже сказать. Дуакценхил. Дуакценхил. Отец говорил детям, будьте искренними. Или же дуакцен это еще чистосердечный. Дуакценхил. Будьте искренними. Вашс трун там шиндицаш дюц. Вашс трун там шиндицаш дюц. В настоящем времени дюц окончание. Видите, дюцу. Брат рассказывает нам удивительные рассказы. Ох, цюнг, ты дам сладух. Мы его внимательно слушаем. Мы его внимательно слушаем. Ох, цюнг, цюнг, ты дам ладугер, ладугур. Ох, цюнг, ты дам ладугур. Если мы скажем слушали, мы его внимательно слушали. Мы его рассказ внимательно слушали. Вот так, да, будет правильно? Мы его внимательно слушали. Цутрюк Эйлер. Шакан. Кин. Юцурью. Забали историш. Цу. Трюк Эйлер. Шакан. Кы. Смотрите, кин а написано. Кы. Еще. Юцурью забари историш. Он нам сказал, что завтра еще расскажет смешные, забавные истории. Сун ха мщен го. Я вижу твою машину. Тун хошколих гир. Уже в прошедшем времени мы видели тебя в школе. Тун хошколих гир. Цан ломах эрзу гина. Они в горах видели орла. Цар ломах эрзу гина. Школе Гурдувой. Увидимся в школе. Школе Гурдувой. Хун согой. Вопросительное предложение. Хун согой. Ты видишь меня? Хун согой. Сун хо цаго. Сун хо цаго. Я не вижу тебя. Знакома нам уже частица ца.
не. Сун хо цаго. Я не вижу тебя. Сун хо го. Я вижу тебя. Сун хаас хэс. Я слышу твой голос. Сун хаас хэс. Цун хо хэс. Он слышит тебя. Цун хо хэс. Цун – это ему. Ну, в чеченском языке местоимение надо запоминать, вот как они в предложении должны вот стоять и какую форму принимает предложение. Цун хохез, он слышит тебя. Ему ты слышишься, если дословно. Неправильно будет по-русски. А по-чеченски будет так. Цун хохез, он слышит тебя. Сун хакамел хези. Хезир, хезна. Уже в прошедшем времени. Я слышал, я услышал твой разговор. Сун, хези, хезир, хезна. Сун цирк амел хезарду. Уже в будущем времени я услышу их разговор. Сун цирк амел хазарду. Я услышу их разговор. Хун сохези. Ты слышишь меня? Хун сохези. Ты слышишь меня? Ха-ха. Сахез. Ха-ха. Сахез. Нет, не слышу. Ха-ха. Нет. Ха-ха. Нет. Сахез. Нет, не слышу. Со. Курх. Хож. Я смотрю в окно. Сокурх хож. Это смотрю я туда, в ту сторону. Я вам об этом еще расскажу, об этой глагольной приставке. Хо кино хож. Ты смотришь кино. Хо кино хож. Ты смотришь кино. Хо кино хожу. Тоже ты смотришь кино, но только это сложное предложение в настоящем времени. Хо кино хожу. Я кино хожу. Я хожу. Кантву, кант хожу. Девочка смотрит кино. Я кино хожу. Мы смотрим тхаусу. Если будет тхо, кино хаус жду. Хаусу жду. Мы смотрим это в сложном предложении, будет хаус жду. Шухаус вы смотрите. Шухаус жду вы смотрите. Үш хаус жду. Во множественном числе глагол немножечко изменился. Это надо записать и запомнить. Со хежи, хежир, хежна. Смотрел или смотрела. Во всех лицах. Со, хо и из. В трех лицах единственного числа. Глагол в прошедшем времени. Хежи, хежир, хежна. Смотрел, смотрела. Посмотрел, посмотрела. А во множественном числе. Тхо, шу, үш, мы, вы, они. Херси. Смотрели, посмотрели только что. Херсир. Смотрели. Херсна. Смотрели уже. Фактически уже. Вот посмотрели мы это уже. Тхо, херси. Херсир, херсна.
Шу хауси, хаусир, хаусна. Үш хауси, хаусир, хаусна. Теперь в будущем времени я посмотрю. Ты посмотришь, он посмотрит, она посмотрит. Со хожурву. Мальчик скажет. Со хожурю скажет девочка. Ха-хожурву, ха-хожурью. Ты посмотришь. И из хожурву он посмотрит, и из хожурью она посмотрит. Во множественном числе. Тхо хаусурду. Мы посмотрим. Шо хаусурду вы посмотрите. То хаусурду мы посмотрим. Шу хаусурду вы посмотрите. Үш хаусурбу они посмотрят. Үш хаусурбу. Совор мальчик говорит, сойор девочка говорит. Хавор ты идешь. И из вор, и из йор. Соворшву, сойоршу я иду. Хаворшву, хайоршу ты идешь. И воршву, из йоршью. Он идет, она идет. Воршву, йоршью. Два глагола здесь, да, это сложное уже предложение настоящего времени. Тхо мы, шу вы, дор. Тходу, видите? Тходор. Шуду, шудор. Или же в сложном предложении. Тходор, жду. Мы идем. Шудор, жду. Вы идете. Абсолютно одинаково пишется. И мы идем, и вы идете. Уже немножечко, наверное, начали понимать. Глагол сам не меняется. Всего лишь у нас местоимение правильно подставить. И его связку, вспомогательный глагол, его вот эту глагольную связку каждого класса или местоимения. Это надо выучить. Очень важно это в составлении предложения. Үш. Они. Үш-бор. Они идут. Үш-бор-шбу. Үш-бор-шбу. Уже в сложном предложении. Үш-бор-шбу. Они идут. В сложном предложении, в настоящем времени. А теперь предложение с этим глаголом. Сонинц вор, я иду с мамой. Сонинц юр, я иду с мамой. Девочка говорит. Ваштрюц цавор. Брат не идет с нами, ца. Помните уже, знаете. Ваштрюц цавор. Брат не идет с нами. А если сестра не идет, иш трюц цайор будет уже не вор, а йор. Сестра не идет с нами. Шу трюк доршду. Шу трюк доршду. Шу трюк доршду. Вы идете к нам. К нам идете. Трюк уже к нам. Это ушвейк боршбу. Ушвейк. Простите, бехмабиллаш. Ушвейк борбуй. Ушвейк борбуй. Вопросительное предложение. Они придут к нам. Ушвейк борбуй. Они придут к нам. Ушвейк борбац. Ушвейк борбац. Ушвейк борбац. Они не придут к нам. Со и школе вюд. Я пойду в школу. Посмотрите, как глагол изменился. Вот запишите себе и запомните именно вот какую он форму принимает глагол. Со
и школе wird. Я пойду в школу. Из и школе würde. Он пойдет в школу. Würde. Пойдет. Видите, würde. Пойдет. Шупарки дюлхи. Вы пойдете в парк. Шупарки дюлхи. Вы пойдете в парк. Це дюлх. Тролич дюлх. Нет, мы не пойдем, мы пойдем купаться. Це дюлх. Тролич дюлх. Селхан собалх вахар. Селхан собалх вахар. Или же селхан собалх вахнир. Селхан собалх вахнир. Вчера я ходил на работу. Хобалх вахари. Хобалх вахари. Ты ходил на работу. Хобалх вахари. Үш гал экскурсии гурбуй. Үш гал экскурсии гурбуй. Они поедут в город на экскурсию. Гурбу. Да, поедут. Новое слово. Да. Гурбу. Да, поедут. Двух мальчик идет. Йох, девочка идет. Говорю. Говорю. 3 класс. Говорю. Цицкду. 4 класс. Цицкду. Кошка или кот идет. Ахарбу. Ахарбу. Это 6 класс. Ахариду. Ахарбу. Ягненок идет. Ахариду уже будет, как его множественное число, как его глагол-связка во множественном числе, вспомогательный глагол. Так и будет. Ахарбу в единственном числе. Ахарбу. Ахариду. Ахариду. Ягнята идут. Значит, глаголы. Сам глагол вор, wird, иштаки означает еду, поеду, приеду. В чеченском языке ехать нету такого глагола. Он один глагол. И идти, и ехать, и прийти, и приехать, и поехать. Это один глагол. Вор или wird. Вор придет или wird пойдет. Вор поедет или wird. Вор приедет или вор поедет. Это один глагол и идти, и поехать. Только если у нас не определено, на чем он едет. Например, хоть плывет. Он, если на корабле плывет, будет вор или wird, хоть и на самолете, и на машине. Гашвор пешком идет. А здесь уже понятно, что он пешком идет. Машинцвор едет на машине, видите? Идет на машине, мы же не скажем. Кеманцвор летит на самолете. Вор, значит, wird – это и идти, и ехать. Са или да – это глагольные приставки, и они обозначают действия, направленные в сторону говорящего. Са сюда к нам или да в ту сторону. Поэтому мы, когда говорим саж, мы не именно, что вот это слово сюда, это вообще посмотри на меня, в мою сторону имеется в виду. Са, значит, в мою сторону. Да, от меня в ту сторону, значит. Я думаю, что это понятно. Таких слов у нас будет очень много в дальнейшем, поэтому вы вот эти вот глагольные приставки немножечко запоминайте. Са
сюда, значит да туда. Они будут еще с другими глаголами употребляться. Кихт – письмо, кихч – письма. Хм – сообщение, хмаш – сообщения во множественном числе. Бейт – стих, бейт – стихи. Даим – постоянно. Üst – и благородный, и вежливый, и воспитанный. Бер – то ребенок. Бер, что дети. 4 класс. Тамщин, не та машина. Смотрите, внимательно слушайте и запоминайте. И запоминайте, как буква Ш пишется с И и Е. Тамщин. И у нас ударение всегда на первом слоге, тоже не забываем. Тамщин, удивительной страны. Дицар. Дицар, рассказ. Дицар, что рассказы. Буква А у нас. А, это как союз И. И она произносится как звук Еще. Докцен, искренний, чистосердечный. Докцен, дословно, док, сердце, цен. Чистое, чистосердечный. Аз, голос. Наш голоса. Камел, разговор. Камел, что? Камелш. Нет. Кор. Корду окно, коршту окна. Наружу. Это тоже глагольная приставка и тоже обозначает направление действия. Будут встречаться такие глаголы. Например, вел, выйди на улицу. Чувал, вовнутрь, наоборот. Я познакомлю вас с этими приставками. Вел, ел, дел, бел. Значит, как они будут употребляться, вернее, изменяться их, видите, по классам. Вел, мы скажем мальчику, выйди. Ял, мы скажем девочке. Дел, собака, например. Жал, дел, выйди. Или эрбел, выйди, например, корова. Ет, эрбел, выйти наружу. Лич, купаться или мыться. Селхан, вчера. Тахан, сегодня. Хан, завтра. Хан. Болох, работа. Белхшбу, работы. Хер, это. Хорш, эти. Хардеш наш, шун дөзжду, шун хушту дукохдеш. Эти слова вам многие знакомы, и вы их знаете. Хардеш наш, предложениш, керл, вей, хандеш наш, тетрадь, даязди, аму. Кодехас, вей керл урок, чак я корю, адик йойлшу, гурдувей.